власть стремительно слабеет. Почему? Потому что Путин на самом деле это не тот тип вот сильного харизматического лидера, каким его изображает пресса, а это медиатор. Это человек, который великолепно умеет организовать компромисс. Великолепно умеет уравновесить все точки зрения в элитах, и потом вот с той точки зрения, которая в итоге сформировалась как консенсусная, он выходит и очень жестко, так энергично ее объявляет как свою волю. После чего воля реально выполняется. Почему она выполняется? Не потому, что у нее такая сильная воля, а потому, что на самом деле все уже договорились, что они именно это и будут делать. Обратите внимание, несколько было критических моментов, когда вот возникал вроде бы кризис политический, и Путин на несколько дней, на целую неделю исчезал. Вот просто его не было. И тут, опять же, оппозиция начинала хихикать, там, типа, вот он там спрятался и так далее, а потом он вдруг появлялся, делал какое-то тоже очень жесткое заявление, и все вроде бы делалось ему так, как он хотел. Что значит он исчезал? Он, конечно, не исчезал. Он не то, что там прятался в бункер там, или, не знаю, уезжал на дачу. Он все это время занимался тем, что этот компромисс, консенсус он отстраивал. То есть сделал так, чтобы решение выполнялось не силовым образом, но все добровольно более-менее согласились. Ну, как, например, у нас сделалась история с отменой выборов губернаторов. Очень просто. С одной стороны, нужно отменить выборы губернаторов, но это нужно сделать так, чтобы это решение поддержали сами же губернаторы. А как это сделать? Очень просто. Отменить их так, чтобы все губернаторы остались на своих местах. Значит, нужно переговорить с губернаторами сначала, объяснить им смысл этого решения, что, ребята, господа уважаемые, вам это ничем не грозит, а тут есть еще даже целый ряд плюсов, потому что вот у кого-то из вас подходит к концу срок пребывания по конституционным выборам, так сказать, по правилам, вам только 2 срока можно, да? А мы вам сейчас будем давать сколько угодно сроков, потому что правила изменились, и будете сидеть там до пенсии или до того момента, как сами захотите уйти. Вам же это только лучше будет. Ну, правда, тут есть и другие моменты. Да? Ну, давайте взвесим, давайте поговорим. Ну, через какое-то время, когда мы видим, что большинство согласилось, все отлично. Все. И без сучка, без задоринки проходит вроде бы такое очень проблематичное решение, причем повод совершенно случайный, да, ну, Беслан, ужасная трагедия, но причем с губернатором. Никакой связи нет. Но ведь никакого сопротивления не было. Хотя губернаторы до этого там целый ряд случаев не вершились. Те же самые люди, заметим. То есть Путин – это то, что по-английски называется консенсус-мейкер. Он делатель консенсуса. А проблема стоит в том, что консенсус сделать не удается сейчас. То есть вся схема разваливается, консенсус не получается. В этой ситуации у Путина просто нет сильного места в политической жизни. То есть меня впечатляет, что он может вообще, я не знаю, может он вообще 100 лет еще будет королем у нас, но вот как английская королева, он где-то будет сидеть, она будет издавать какие-то постановления, а жизнь будет идти каким-то своим путем, где-то мимо него там какие-то события будут происходить. Да? Это один вариант. Но другой вариант, что, в общем, его вся эта проблема затянет. То есть он займет одну из сторон. Он этого, кстати говоря, старается избежать, заметьте. При том, что его, как бы вот, условно говоря, антилиберальная часть элиты пытается представить своим лидером, но реально это не так. Он, может быть, к ним склоняется, но при этом старается держать дистанцию. Как только он займет одну из позиций, вот тут он, ударив, получит гораздо больше, чем теперь. То, что сейчас делает оппозиция, это вообще ничто по сравнению с тем, что будет, как только он займет однозначную позицию с одной из сторон во внутриэлитной борьбе. И опять же ему не позавидуешь. Поэтому я думаю, что он может сидеть дольше или меньше, но это уже не будет тот Путин, к которому мы привыкли, вот, при котором прошло большая часть вашей детства и юности. Да? Вот, даже если он останется. А потом кто будет? А я не верю, что вообще будет президентская республика того типа, как мы сейчас имеем. Может быть, будет совсем другая система, может быть, там будет какая-то другая комбинация сил. Но я думаю, что будут достаточно радикальные изменения, и, скорее всего, они будут сопровождаться ослаблением президентства, превращением президентства в такую вот полуцеремониальную функцию и созданием более сильного правительства. Но правительство это будет оспариваться разными силами. Я не могу прогнозировать, потому что я не беру вообще чисто революционный вариант, да, там, что танки выйдут на улице, да, хотя я не могу полностью это исключить. Ну, а если танки выйдут на улицу, ну, тогда мы узнаем, как это все будет устроено, когда, так сказать, мы посмотрим, кто вылезет из танков. Вот. Ну, и тогда будет самое интересное.